Добрый день, уважаемые жюри. Меня зовут Соколеева Елена. Я ученица 8 класса Бугунетарской средней общеобразовательной школы имени Степана Павловича Ефремова. Актуальностью нашей темы является то, что создать тепло в доме можно с помощью изделий, выполненных своими руками. Выбранная нами техника кинекоми развивает мелкую моторику рук и воображение. Рукоделие с применением ткани обогащает сенсорные впечатления, образное и пространственное мышление и творческие способности. Качество работ во многом зависит от точности и аккуратности при выполнении работы. Таким образом, тема, поднятая нами, является актуальной. Итак, тема нашего доклада – использование японской техники кинекоми в изготовлении елочных игрушек в якутском национальном стиле. Основная цель нашего доклада – изготовить елочные игрушки в якутском национальном стиле с использованием техники кинекоми. Исходя из цели, я поставила следующие задачи: подобрать и проанализировать литературу по теме исследования, создать эскизы работы в технике кинекоми, анализ и обобщение полученных результатов. Наша гипотеза. Японскую технику кинекоми возможно использовать в изготовлении предметов декора в якутском национальном стиле. Итак, что же такое кинекоми? Кинекоми – это старинное японское ремесло, которое традиционно используется для изготовления декоративных кукол. Для изготовления елочных игрушек японской техники кинекоми мы изучили несколько видов якутских орнаментов оберегов и их символику. И для изготовления выбрали 3 символа оберега: крестообразный орнамент с яровидным орнаментом, орнамент солнца, крестообразный орнамент без харах. Изготовление игрушки по этой технике состоит из нескольких этапов. Первый этап – это разметка шара. Для разметки нам понадобится сантиметровая лента и ручка. Соединяем 2 полюса с помощью сантиметровой ленты, далее намечаем вспомогательные линии и прорисовываем наш символ оберега. Оберег рисуем с 2 сторон. В связи с тем, что рисунок наносится на шаре, оберег получается выпуклым, линии должны быть точными и аккуратными. Второй этап – прорезание основы. По линиям разметки острым канцелярским ножом делаем в прорези глубину 7-8 мм. Делаем это медленно и аккуратно, следуя технике безопасности, чтобы от пенопласта не оставались кусочки. Третий этап – изготовление шаблона. Перед тем, как обтягивать лоскут ткани в основу шара, необходимо изготовить шаблоны. Для этого калику прикладываем к разметке и срисовываем контур данного рисунка. Четвертый этап – выкраивание деталей. По готовым шаблонам выкраиваем детали для обтягивания. Для этого шаблона кладем на ткань и вырезаем с учетом на припуск швов. Пятый этап – обтягивание основы. Намазываем один из участков клеем карандашом, прикладываем тканевую деталь к основе так, чтобы со всех сторон от прорези был одинаковый припуск. Шилом или другим похожим предметом заправляем ткань, начиная от середины и продвигаясь к уголкам детали. Так заполняем все участки. И шестой этап – это декорирование. Между стыками различных форм, которые у нас получились, заполняем кантом. И каждый берет кант подобран по индивидуальному цвету. Чтобы кант хорошо пристроился между прорезями, аккуратно намазываем клей и заправляем стыки. После этого с помощью тонкой проволоки делаем крючки сверху и снизу, для того, чтобы приделать декор до шара. Потом прикладываем клеевые стразы. После изготовления елочных игрушек мы высчитали себестоимость одной игрушки, которая приведена в таблице. Таким образом, одна елочная игрушка техники кинекоми обошлась в 424 рубля. По сравнению с готовым набором елочных игрушек, наш шар имеет больше преимуществ. Это ручная работа, которая сейчас ценится у многих людей. Игрушки единственного экземпляре является оберегом, так как символ подобран из якутских орнаментов оберегов. Таким образом, гипотеза, выдвинутая нами, что японскую технику кинекоми возможно использовать в изготовлении предметов декора в якутском национальном стиле, является верной. Спасибо за внимание.